Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Основная волна турков-ахыска была переселена на территорию Кыргызстана в конце Второй мировой войны, когда в Среднюю Азию были депортированы турки, живущие на территории Грузии ахыска. Сегодня они одно из немногих этнических меньшинств, которое растет в численности. В Кыргызстане живет почти 50 тысяч турков-ахыска. Посол Турции в Кыргызстане Дженгиз Камиль Фырат продолжает посещать компактно проживающих турков-ахыска в Кыргызстане. После визита южного региона страны в марте он осуществлял визиты в Чуйской области. На этот раз посол Дженгиз Камиль Фырат вместе с представителем Северного Кипра в Бишкеке господином Атынч Кескин посетил деревню турок-ахыска в Красной Речке в Высокотинском районе. В этом селе проживают представители около 20 наций и народностей. Открывая мероприятие, заместитель руководителя Республиканского общественного объединения турок-ахыска Бекзат Алиев приветствовал гостей и рассказал о целях и задачах этой встречи. Затем выступил представитель Северного Кипра в Бишкеке Атынч Кескин. Он отметил о большом уважении к братьям-кыргызам и пожелал всем кыргызстанцам мира, дружбы, согласия и процветания. Руководитель Республиканского общественного объединения турок-ахыска Атамша Дурсунов в свою очередь отметил, что депортированным в Среднюю Азию туркам-ахыска удалось преодолеть невзгоды благодаря поддержке братскому народу. Сегодня потомки депортированных семей живут в мире и согласии на территории Кыргызстана. Несмотря на трудности в свое время, они трудились и сегодня работают в различной сфере. Я тоже выходец из этого села. Чемпионы мира турки Ахыска Исамамбетов и Шадман Шабанов также являются представителями нашего села, сказал он. В своей речи на мероприятии посол Фырат обозначил, что в последнее время встречи происходят все чаще и что он стал свидетелем того, как проживающим в Кыргызстане туркам Ахыска удалось сохранить единство, солидарность и сформировать сплоченное сообщество. Посол поздравил женщин турок-ахыска с созданием женского комитета при общественном объединении турок-ахыска во главе с Зинят Фахратовой. Молодое поколение является стратегическим ресурсом общества и одновременно одним из важных субъектов его социально-экономической политики. У меня единственная просьба для молодежи. Получайте образование, специальность и профессию, проявите активность. Посол Турции также отметил, что у жителей многих регионов Кыргызстана возникла потребность в изучении турецкого языка. На сегодняшний день около 50 тысяч граждан Кыргызстана выучили турецкий язык, и Турция намерена организовать языковые курсы и в регионах. Дипломат добавил, что турки Ахыска в Кыргызстане не забыли свой язык, культуру и обычаи. Он выразил благодарность государству и народу Кыргызстана за помощь и поддержку, оказанную туркам Ахыска. Дженгиз Камиль Фырат подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать турок Ахыска, проживающих в различных странах, в том числе в Кыргызстане. Посол также отметил об открытии в апреле этого года кыргызско-турецкой больницы дружбы в Бишкеке и в городе Ош. После выслушал проблемы турок Ахыска. Ну а глава эл өкмөтү Канат Кожахматов в своем выступлении сказал: ушул күчтүү мамлекеттин элчилигинин элчиси өзү бияка келип катышып атканына чоң ыраазычылык билдирем.
Hoş келипсиздер. Дагы бир айтып кетчү нерсе бул биздин айылыбыз көп улуттуу айыл. 20 улуттан ашык улуттар жашайт биздин айылда. Ошондон эң чоң диаспора деп коебуз. Бул кыргыз, түрк, орус, бунган улуттар. Анын ичинен баарыбыз бир туугандай эле бир ынтымакта жашап келатабыз. Биздин ата бабаларыбыз дагы бири-бири менен колхоздо да чогуу иштеп келишкен. Ошонун баарын биз азыр эстеп унутпай жүрөбүз. Сиздер дагы тарыхты унутпай белгилеп кетип баалаганыңызга дагы чоң рахмат. У турков Ахыска есть свои обычаи и свои традиции. У них принято в любое время суток быть готовыми к приему гостей. В доме всегда должно быть и угощение для них, и подарки. Гостеприимство у турков в крови. Наши предки всегда встречали радушно даже незнакомых людей, предлагали им поесть и переночевать. Нельзя отпускать гостей без угощения. Даже если они очень спешат, хозяин обязан предложить угощение. Мероприятие прошло у дома руководителя диаспоры в Красной Речке Саида Файзулова, где гостям мероприятия были предложены национальные блюда турок Ахыска.
çatla patla kaynana. Of of oldu ya, ne de güzel oldu ya. Kızı da bana kaldı ya. Of of oldu ya, ne de güzel oldu ya. Kızı da bana kaldı ya. Hay ha ha. Kar yola uyanıyor, kaynanam duramıyor, kaynanam duramıyor. Çok konuşma kaynana, efendi uyanmıyor, efendim uyanmıyor. Of of oldu ya, ne de güzel oldu ya. Kızı da bana kaldı ya. Of of oldu ya, ne de güzel oldu ya. Kızı da bana kaldı ya. Ha ha. Oyna hopla kaynana, dilini topla kaynana, dilini topla kaynana. Ben kızını sevdiğim, çatla patla kaynana, çatla patla kaynana. Of of oldu ya, ne de güzel oldu ya. Kızı da bana kaldı ya. Of of oldu ya, ne de güzel oldu ya. Kızı da bana kaldı ya. Ha ha. Diyarbakır dört köşe, güzeli bana düşe. Diyarbakır demeden yolum cennete düşe. Diyarbakır dört köşe, güzeli bana düşe. Diyarbakır demeden yolum cennete düşe. Ah gelirsen gidersen, bana çok naz edirsen, nazına canım kurban. Любой путь – лишь один из миллиона возможных путей. Ведь мало кто задумывается, что жизненный путь человека, по которому он идет, это не только наличие или отсутствие работы, дохода, успеха. Это и мировоззрение, и умение строить гармоничные отношения как в семье, так и в деловом мире. Согласитесь, от нашего отношения к окружающему миру зависит и наше восприятие всего происходящего. Каждый человек рождается в соответствии со своей кармой, в определенном месте, в определенной семье. И по моменту рождения уже видно, какое тело он получит и какую конституцию. Например, есть люди, которые рождаются изначально сильными, и им легче достичь успеха. Человек рождается не для того, чтобы бесследно исчезнуть никому неизвестной пылинкой. Он рождается для того, чтобы оставить после себя след вечный. Мы живем для того, чтобы запечатлеть себя в сыне или дочери, чтобы жить в их страстях и труде. В этом высшее счастье и смысл жизни. Герой кыргызского народа, известный государственный и общественный деятель Абсамат Масалиев, человек с большой буквы, оставивший после себя большой след в истории кыргызского народа. Абсамат Масалиевич запомнился в народной памяти как истинный патриот, незаурядная личность. Он вынес все тяготы жизни, достиг высокого уровня своим праведным, честным трудом. В течение многих лет он руководил коммунистической партией Кыргызстана. Боролся за судьбу страны, за будущее народа. Внес огромный вклад в становление кыргызской государственности. Жизненный путь Абсамата Масалиевича – это высокий образец служения Родине. Сегодня Кыргызстан нуждается в созидателях, чистых и честных личностях, как Абсамат Масалиев. Мы были в Бишкеке, в доме у продолжателя рода Масалиева, депутата Джугурку Кенеша, председателя Центрального комитета партии коммунистов Кыргызстана, директора общественного фонда имени Абсамата Масалиева, государственного советника государственной службы 2 класса, полковника милиции, полковника таможенной службы, капитан налоговой полиции, заслуженный юрист Кыргызской республики Исхака Абсаматовича. Ну, я родился в семье горного инженера, а получил уже полное воспитание, в зрелую жизнь вошел, когда отец был первым секретарем
Центральному комитету Компартии Киргизии. Поэтому нас с детства сопровождало частые переезды, когда отца переводили с должности на должность. Мы возвращались во Фрунзе, уезжали в Ташкумыр, потом уезжали в Ош, снова во Фрунзе. И в конце концов школу я закончил в городе Фрунзе, 27-ю школу. Нас 4 в семье. Значит, мама Кариниса Колчаковна, она всю жизнь работала простой швеей, начиная с быткомбината города Ош, заканчивая быткомбинатом города Фрунзе. Мама у нас, она родилась, выросла в городе Карасу, Ошской области. У нее дедушка настоятель был фронтовиком, участником Великой Отечественной войны, имел несколько ранений. Он был сельским тружеником. Он выращивал дыни, арбузы, продавал их на рынке, занимался небольшим разведением скота, в общем, занимался сельским хозяйством. Мама, у них многодетная семья. Их 7 родных, и мама старшая в семье. Поэтому, будучи старшей дочерью, она как бы с детства она закончила школу на узбекском языке в городе Карасу, потом вышла замуж и постепенно она стала супругой первого секретаря Центрального комитета. Мама, я повторю, что она у нас олицетворяла все в доме, потому что папа с позаранку уходил, поздно ночью приходил, и в детские годы мы часто его не видели в то время, когда мы бодрствовали. Поэтому мама у нас была и за папу, и воспитывала, и хвалила, и ругала, все это мама делала. Многие не поверят, но когда мы младшие донашивали одежды старших, сейчас трудно верить в это. Было такое, что младший брат носил, может, до определенного возраста носили те вещи, которые старший носил. Да. И точно так же одежду старшей сестры носила младшая сестра. И как-то это не афишировалось. Ну, конечно, сейчас когда мы стали... Нет, ну сейчас нельзя ставишь, а в то время... А мама была швея же, она же в трикотажном цехе работала всю жизнь. И шила очень хорошо. И порой она, грубо говоря, подшивала платьица, там, одежды какие-то, что мы носили. И когда спрашивают, в детстве крутые что-то носили, нет. Конечно, в студенческом возрасте мы уже стали немножко требовательны. Мы начали просить джинсы, там, туфли на каблуках, кожаные куртки. Но это попозже чуть-чуть. Да, уже когда девушку заглядывали, да. Ну, когда оказалось, это сейчас понимаешь, что, оказывается, тот момент приходит, когда ты хочешь перья распустить, чтобы на тебя смотрели. Да. Ну, мы, наверное, ценить стали маму гораздо позже, когда она стала болеть. Когда она стала чаще оставаться одна, но мы же все выросли, повыходили замуж, женились, отделились. И вот мы стали ценить маму чуть позже, когда нам ее стало не хватать. И до последних дней, вот буквально позавчера исполнилась годовщина, 2-я годовщина того дня, как мама ушла из жизни. И вот нехватка мамы, отсутствие мамы, человек начинает понимать на самом деле в взрослом возрасте. Хотелось бы ценить, носить на руках, но уже оказывается поздно. А вся остальная жизнь промелькнула очень быстро. И до последнего дня мама нас всегда сажала, по каждому празднику мы собирались у нее дома, и мама нас учила, говорила, что делать, что говорить. Меня часто ругала: ты слишком горячо выступаешь, надо немножко потише быть, надо быть осторожным. Ну, когда прислушиваться, когда нет. Я могу лишь сказать, что, наверное, во многом том, что папа был таким кристально честным, наверное, большая роль мамы, что она сделала его жизнь так, что он не ощущал. Что можно сказать? Семья у нас была достаточно строгая, потому что быть партийным руководителем в советское время считалось это очень большой ответственностью, и поведение членов семьи, детей, они очень влияли на судьбу этого партийного руководителя. Поэтому с детских пор у нас было очень много запретов, которые, в общем-то, мои сверстники не испытывали. Нам, скажем, в вечернее время лишний раз содержаться где-то это не рекомендовалось. В основном занималась воспитанием мама, но она всегда апеллировала к отцу, говорила, что вот отец придет, я ему расскажу. И с детства как-то у нас подспудно выработалось такой вот страх, боязнь, что папа может поругать. Хотя в жизни, я сейчас вспоминаю, ни разу, никогда, я не помню случая, чтобы он поднял руку или даже громче как-то ругался. Просто достаточно было, что он задаст 2-3 вопроса, и у тебя уже холодок по спине, ноги дрожат.
ты начинаешь лихорадочно искать причину, отмазку какую-то, повод какой-то. И в этой ситуации, значит, я благодарен отцу за то, что он нас так воспитал, потому что когда в 1991 году развал СССР, когда партия отошла от власти и папа не стал руководителем республики, наша жизнь не претерпела каких-то изменений. Мы как жили, так и жили. Мама как работала швеей, так чуть-чуть поработала, потом вышла на пенсию. А старшая сестра как работала врачом, так и работала. Я к этому времени я уже перешел в правоохранительный орган, но поскольку я не занимал руководящие должности, на мне это не отразилось. Братишка, он занимался в аграрном секторе, а в годы независимости он стал предпринимателем. А младшая сестра, она, в общем-то, вышла замуж. У него покойный муж был Эркинбек Матыев, депутат парламента 2 созывов. И последние годы она не работала. Сейчас, конечно, занимается частным предпринимательством. Исхак Абсаматович Масалиев родился 21 мая в 1960 году в городе Ош. Кыргызский государственный и политический деятель, депутат Джугурку Кенеша Кыргызской республики 2, 3, 4 и 6 созывов с 2000 по 2010 и с 2015 года. Наверное, у нас была семья, в которой царили какие-то достаточно жесткие ограничения. И это, наверное, нас спасло в будущем, что мы не смогли привыкнуть к каким-то почестям незаслуженным, каким-то другим плохим вещам. И это помогло в будущем. И никто сейчас не может упрекнуть нас в том, что мы где-то приступили закон, что-то незаконно сделали. И во всяком случае, будучи носителем такой известной для Кыргызстана фамилии, как Масалиев, нам и до сих пор приходится сдерживаться во многом. То есть внешнее проявление эмоций, отношение к людям. И хочу я этого или не хочу, то любой человек всегда сравнивает меня с отцом. Особенно старшее поколение. Они всегда говорят: вот ты на отца похож, вот ты не похож. Вот твой папа не такой был, а ты такой. То есть планка поддержать. Планка вот это и есть, а написанная, неписанная планка есть такая. Мне очень непросто в этом плане. Хотя я 1000 раз подчеркивал, что я никак не могу быть равным с отцом. Как говорится, упаси Боже, этого не получится, потому что это человек, который рождается раз в век, может быть так. У него изначально какой-то путь заложен был. А я же все-таки другой чуть-чуть, потому что я впитал в себя И того времени. Этого времени. И поэтому я могу какие-то нарушения сделать. Но таких нарушений, чтобы мне сказали: вот ты не сын твоего отца, такое я стараюсь не допускать. И пока, мне кажется, удается. Папа же, видите, работал и в советское время, и поработал в годы независимости. Но вот как он в 2004 году ушел из жизни, с тех пор руководители государства очень часто подчеркивают, и посмертно ему было присвоено звание Героя Кыргызстана. И сейчас вот этот почет и уважение нас, еще раз подчеркну, обязывает ко многим. Вот в городе Бишкек, например, Южная магистраль это носит проспект имени Абсамата Масалиева. В городе Аше проспект имени Абсамата Масалиева. Установлены памятники по всей стране. Проводятся различные мероприятия каждый год, посвященные памяти Абсамата Масалиева. Хотя он не является моим отцом, но я могу теперь по истечении времени сказать, пожалуй, он был одним из последних наших политиков, которых отличала честность, чистота и вот патриотичность в своем поведении. То есть он своей жизни до последней минуты, наверное, отдал стране, я не ошибусь, народу. Хобби – это то, что мы делаем для получения удовольствия в свое свободное время. А почему бы не совместить приятное с полезным? Если у вас есть дача или огород, вам крупно повезло. Из этого хобби можно извлечь много пользы. Во-первых, пребывание на свежем воздухе уже плюс. Исхак Масалиев любит готовить рыбу, и можно считать, что это и является хобби для него. Самые вкусные блюда, говорят, готовят мужчины. Те блюда, которые тот или иной мужчина, глава семьи, готовит. Например, я для себя выбрал приготовление рыбы. Это не мудрый рецепт, это обычная жареная рыба, но поскольку мы вот такими небольшими кусочками жарим, она получается очень... Еще масло подкалится немножко. Она получается хрустящая и жареная. Рыба, выращенная мною самим. У меня есть прудовое хозяйство, в котором я выращиваю каждый год несколько тонн рыбы, и там ребята продают, на этом зарабатывают. А мне самое удовольствие — это
вырастить с маленькой личинки 2-3 килограммовую рыбу, и потом, когда кто-то кушает, хвалит мою рыбу, наверное, это чисто мужское или тщеславие человека, которому нравится, когда продукцию его кто-то готовит, потом начинает хвалить, отмечать особые качества вкусовые. Я не знаю почему, но это последние годы только стало мне доставлять большое удовольствие. Рыбу естественного природного процесса, это не то, что, скажем, морская рыба или океанская рыба, она, конечно, очень вкусная, она очень чистая, но проблема в том, что пока для нас до Кыргызстана дойдет эта рыба, это проходит очень много времени, и порой недобросовестные поставщики могут 10 раз перемораживать, размораживать, и качество может ухудшиться. Поэтому я, как говорится, гарантированная свежая рыба – это живая рыба. Я стараюсь, значит, готовить. Во всяком случае, члены моей семьи с удовольствием кушают, друзья, близкие любят такую рыбу. И какой-либо праздник или день рождения мы обязательно готовим эту рыбу. На природе как готовите? А на природе у меня точно такой же, тоже я заказал, изготовили. У меня точно такой же очок есть, трехглазковый. Мне один мастер из Аша приезжает, Ислам. Он собирает заказы в городе Бишкек и потом по просьбе изготавливает такие вот печки. Они очень хорошие, в отношении дров очень экономичные. И я знаю в городе очень много людей, у которых такие же печки изготовлены. И они... Потому что самое вкусное, это, видимо, я все-таки считаю, это то, что приготовлено на очаге. Волокитно считается или как? Ну, наверное, для сына не волокитно, а для, как всех, большинства городских мальчиков, наверное, это, да, действительно лишние хлопоты, дрова, там еще что-то, прожигать, потом жарить. Я полагаю, это вопрос возраста лишь. Когда придет время, он станет старше, надеюсь, что он поймет, что все-таки мужчина готовит вкуснее, отдельные виды продуктов. Единственное, вот я не научился плов делать, несколько раз пытался, но потом отказался. Когда-то я неплохо готовил жаркое мясо, то, что мы называем пирожок. Но потом это тоже... Насколько я знаю, сколько я в мире был, во многих странах мира, это начиная Китай, кончая Турцией, Азербайджан, Армения, Грузия, в общем, везде, где мужчины говорят, я мужчина, глава семьи, почему-то они с удовольствием готовят кушать, и очень часто вкусно получается. И самые лучшие повара в той же Франции, в Западной Европе считаются мужчиной. Может, потому что они с любовью это делают, а женщина зачастую по необходимости. Вообще мы, мужчины, склонны всегда прикидываться, как будто это мы придумали, секрет. В основе своей, конечно, мы учимся у женщин. Что первый, кто это нас учит, это мама. Мы смотрим за мамой. А потом, конечно, уже, если отец любит этим заниматься, то у меня папа не готовил сам никогда. А покойный тесть, он время от времени, особенно вот мартовский праздник, он с удовольствием готовил, очень вкусно готовил. Ну, по настроению. Мужчины же, когда захочут, тогда и накладывают. А кроме рыбного вы ничего не умеете готовить, да? Нет, я когда-то готовил хорошо вот этот так называемый пирожок, это мясо жареное с картошкой. Потом, а самое лучшее у меня готовил. Много лет я считался признанным мастером по приготовлению яичницы. Яичницы каждый готовит? Нет, не каждый. Нет? У большинства, даже у женщин, он пригорает. А у меня никогда не пригорает. Потом можно добавлять все, что угодно, начиная от
помидоров, кончая сыром, травами. Вот у меня был один азербайджанец друг, он сейчас живет в Баку, Абульфат. Однажды он приготовил яичницу с финиками. Я не думал, что можно готовить с финиками. И очень вкусно, интересно получился, сладкий и яичница. Я тогда удивился, говорю, как это так? Ну, можно. Мы были студентами первого курса, молодой 17-летний мальчик, жил на квартире, и мы зашли к нему в гости. Он приготовил, до сих пор, как говорится, вкус этого блюда у меня во рту. Каждый праздник мне по 3 часа приходится здесь стоять и своим детям. Вот теперь попробуйте. Самое вкусное это возле очага. Попробуйте. Как красиво пожарено. Получается. Наверное, и вкусное. А? Наверное, и вкусное. Ну, не знаю я. Сосоль. Женщинам деньги считать не доверяют, наверное. А потом я не зря подчеркнул. Азиаты, кавказцы считают себя мужчиной, мы никого не слушаем. Женщина, сиди рядом, встанем. Но приходит время, когда эти же мужчины говорят, спрашивай у бабушки, спроси у мамы. И потом уже у бабушки появляется голос, и бабушка начинает командовать. Это же, в принципе, тоже. А в отношении еды, да, дома, может, не готовят, а публичные, насколько я знаю, массовые там где большое скопление народа, там, конечно, мужчины готовят. И потом маленькая хитрость есть. Те, кто готовит публично, они же как настоящие сами не делают же. У них там 10-15 помощников. Та женщина порежет мясо, та женщина помоет рис. Самое главное управлять, да. Соль положить, управлять. И последний штрих положить на тарелку. И принести сказать, это я готовил. Это хитрость не только Кавказ, это, по-моему, у нас тоже так. Да, но здесь это, считается, как бы гостеприимство, когда своими руками хозяин дома сам готовит, да? По-моему, со временем это уже исчезнет. Мы начинаем... Исчезнет, потому что мы все-таки вот этот вот элемент демократии, то, что в политике, в обществе принято, постепенно семейные отношения тоже входят. И мы, дав женщинам права, мы недооценили, что мы и в семейном праве тоже даем права. И сейчас женщина уже зачастую играет большую роль. И у тех же правителей, руководителей государств жена порой играет большую роль. Большое значение имеет. Решающую не скажу, но влияет сильно. Поэтому трудно определить. А кухня, она... Ну, это же есть старая поговорка. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. И наши дорогие женщины нас этим самым и, как говорится, держат. Я своим дочерям говорю, каждый день готовьте кушать, чтобы муж пришел с работы, чтобы у него было настроение, самое главное. Не сколько еда же, это настроение. Если супруга, во всяком случае, первого года замужества, если супруга недооценит это, она может чуть попозже получить большие проблемы. Поэтому самое главное, человек тоже существо такое, надо прикормить его так, чтобы он потом... По сторонам не бегал. А если бегал, то только вместе с женой. Да. Кафе, там, ресторан покушать. Да. Это же искусство, наверное, женщин. Да. Большое искусство. Что вы сегодня готовили? Я приготовила плов. Это наше любимое блюдо нашей семьи. И по тому рецепту, по которому учила нас мама наша, мама Исхака Абсаматовича. Я не знаю, не претендую, что получится такой же, как у мамы, но я всегда стараюсь его сделать.
Просто обычно так старались приходить к маме в выходные дни. Мама нас всегда зазывала своим замечательным пловом к себе домой. И мы бежали все туда, потому что все очень любили. Кто хозяин? Он, конечно. Он, но последние слова за вами. Так? Ну, не всегда. Любовь или дружба? Все Ну, дружите. я думаю, что мы переживаем и любовь, и дружбу, потому что уже... Вот в особенные дни, скажем, 8 марта, Новый год, особенно женщины, когда ждут подарки от своих близких, родственников. Вы это выпрашиваете или он сам догадывается? Ну, я не выпрашиваю, но мы делаем намеки. Так, издалека, за несколько дней. Ну, хотя я считаю, что... Думаю, что лучше карточка. Мы можем, да, можно сделать самой подарок. Вот. Но единственное, что вот у меня день рождения 29 февраля, раз в 4 года, и именно 29 февраля я получаю подарок от своего супруга, когда он есть в этом году. Так что здесь я ничего не намекаю, ничего не говорю. Я думаю, он сам готовится к этому дню. Вы можете сказать, что ему дарили на 23, скажем, февраля? Я Не подарила... носки, а Нет, я подарила рубашку. Рубашку. Да. А он вам 8 марта? Он подарил... Нет, он подарил очень красивый букет цветов. Это самое лучшее Да, вещи. да, очень приятно. Спасибо вам обоим за очень интересное интервью, за то, что время выделили, вот приняли нас, послушали нас. Вот я думаю, что это тоже мы в какой-то степени наладили массу дружбы между нами, между нашими народами, которые проживают на территории Кыргызстана. И наша цель вот такого формата программы прийти к семьям, поближе узнать, как мы живем, знаем ли друг друга обычаи и традиции. Почему мы вот этого делаем? Потому что действительно, как сказал вот Исаак Абсаламович, потому что и в наши дни мы нуждаемся именно в дружеских отношениях. Кроме больше дружить, чем конфликтовать. Это никогда к добру не приводит, вы знаете. А когда дружба, есть процветание, есть берекет, есть все. То есть мы в мире, в согласии, толерантности будем жить и воспитывать своих детей. Это очень здорово, надо больше таких программ. И государственные органы должны поддерживать материально, давать эфир, возможность на государственных каналах выступать. Это было бы здорово, и я хотел бы, чтобы таких программ было больше, были бы и радиопрограммы, и видеопрограммы, чтобы все это людей как можно больше захватывали, потому что 21 столетия мир меняется, и у человека появляется желание все-таки жить спокойнее, увереннее в себе. Поэтому такие программы мы должны поддерживать и всячески, всеми путями. Ну, чем я могу поддержать? Я могу поддержать лишь выступив пожелание. Я хотел пожелать, чтобы ваша программа была миллионы подписчиков, чтобы миллионы зрителей были, чтобы у вас выстроилась очередь выступить на вашей программе. 1 мая